в муниципальных районах, развитие инфраструктурных ресурсных центров. Я с удовольствием передаю слово Татьяне Сейфи, руководителю Хабаровской региональной общественной организации «Центр общественных инициатив ЛАД», город Хабаровск, Хабаровский край. Татьяна, вы с нами? Мы даже договорились таким образом: в тех районах, где будет зависать интернет, если будет отправлена презентация, наши коллеги, наши эксперты центра с удовольствием ваши проекты озвучат. Задача какая? Чтобы эксперты Жанна Котова, Светлана Баженова, я, еще к нам присоединятся эксперты, дали комментарии по поводу дальнейшего развития проекта, привлечения ресурсов, может быть, контакты, партнеры, выход за пределы муниципалитета, республики и так далее. Татьяна, мы вас ждем. Презентация сейчас у нас готовится. И еще у нас завтра после ярмарки социальных проектов, все по плану у нас расписано. Я могу напомнить, что в 11 у нас подключается Среднеколымский улус, в 12 Верхоянские и Вено-Бытантайские улусы, в 2 часа Булунский улус со своими проектами, в 3 часа у нас Жиганский национальный и Венкийский район. Мы будем ждать с проектами, с презентациями, а в 16:00 юрист Единого ресурсного центра Вячеслав Едреев будет говорить о создании как раз некоммерческих организаций, есть ли проблематика в этих вопросах, каким образом ее решить и как проконсультировать. Все вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, звоните, задавайте, можете заранее, и по созданиям территориальных общественных самоуправлений в арктических районах в том числе. Вот, хоть один вопрос к нам поступил? Ничего, я думаю, что они появятся. Обычно, когда на территории в районе или в Улусе проводишь семинар, в первый день никогда не задают вопрос. И никогда не поднимают руку, не говорят: а можно задать вопрос? Чаще всего остаются вечером, приходят в гостиницу или на следующий день, сформулируется прямо ряд вопросов, на которые необходимо дать ответы. Так что ничего страшного, мы еще будем работать с вами завтра и послезавтра. Татьяна, вы готовы? Да, я здесь. Добрый день, очень рада видеть. Как настроение, как здоровье? Все прекрасно. Отлично, мы очень рады вас приветствовать. Вы находитесь в Москве? В Архангельске. В Архангельске, тоже северная территория. Отлично. У нас сегодня контачит север, это здорово. И мы вкратце, да, программу мы вам отправляли. У нас сегодня была пленарная часть до обеда, а после обеда это ряд вебинаров. И мы очень ждем, когда вы нам расскажете про создание муниципальных ресурсных центров. Запрос есть. Этот запрос к нам поступал от глав поселений, и в анкетировании, исследовании потенциала гражданского общества мы запустили. В анкетировании респонденты писали о том, что нам необходим муниципальный центр методической, образовательной, консультационной поддержки. Ну, я надеюсь, что отвечу на все ваши вопросы, и если на что-то не отвечу, я очень рассчитываю на обратную связь. Я уже могу начинать? Да, пожалуйста. Это уже мое слово и моя любимая Якутия. Я правильно понимаю? Все верно. Здравствуйте, любимая Якутия. Я так надеялась, что мы встретимся с вами воочию, но для нас ничего не преграда, и даже расстояние, я думаю, не помешает нашему теплому и яркому общению. Еще раз здравствуйте. В Якутии работала уже
ну вот несколько раз, и в том числе совсем недавно на курсах повышения квалификации, может быть, даже с кем-то из вас мы уже встречались. Меня по-прежнему зовут Татьяна Сейфи. Я здесь представляю несколько организаций. Ну, во-первых, я руководитель собственной организации. Это центр ЛАД, Хабаровская региональная общественная организация. Но в большей степени сейчас я работаю в разных проектах, и в том числе проектах ресурсных центрах и на территории Хабаровского края. Сейчас на территории Хабаровского края мы реализуем два ресурсных проекта. Один заканчиваем, в другой вступили, да, в активную фазу. Это проекты, связанные с развитием как раз муниципальных ресурсных центров. И, наверное, поэтому я здесь и очень надеюсь быть вам полезной. Ну, помимо этого, все-таки сотрудничаю я и с межрегиональными ресурсными центрами, ну вот, например, с Архангельским центром «Гарант», тоже несколько направлений работы этой удивительной, уникальной организации мне хорошо известны, и где-то я буду опираться в том числе и на опыт «Гаранта» и других межрегиональных ресурсных центров. Я надеюсь, что вам это тоже будет интересно. Чтобы долго не без вступлений, да, мы постараемся с вами общаться через чат, но чтобы вы не забывали, что я здесь, да, и далеко не уходили от своих экранов. Я перехожу вот в демонстрацию. У меня есть, да, права, Ольга? Я тогда пытаюсь включить свой экран. Так. Ага. Получилось ли у меня? Да, получилось. Получилось. Прекрасно. Вот так. Сейчас мы настроимся немножко. Вот. Наша с вами сегодняшняя тема разговора, она про инфраструктуру поддержки некоммерческих организаций и активных граждан. На самом деле мы очень часто говорим про инфраструктуру, и иногда не очень понимаем, о чем идет речь. Все-таки инфраструктура – это то, что обеспечивает не только деятельность некоммерческих организаций и активных граждан, но то, что еще и поддерживает и дает возможность функционировать вообще самой системы поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив. То есть инфраструктура – это вот некие службы, сервисы, которые помогают выстраивать системную поддержку, в том числе на муниципальном уровне и в муниципальных районах. Поэтому я, конечно же, зная, что вы представляете в основном сегодня администрацию муниципальных районов, и здесь я знаю, что собрались главы муниципальных районов. И, конечно же, я смею обратиться к все-таки нашим основным законам, да, и напомнить вам, какими положениями и какими законами мы руководствуемся, когда выстраиваем систему поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на муниципальном уровне. И прежде всего это базовый закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 131. Обращаю ваше внимание, статья 14, 15, 16, регулирующая как раз оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и благотворительной деятельности и добровольчеству и на уровне района, и на уровне городского и сельского поселения, и на уровне городского округа. И еще один закон,
закон, который, собственно, устанавливает полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Это базовые для деятельности, да, для определения, для регулирования деятельности некоммерческих организаций и органов власти. Это закон номер 7, значит, о некоммерческих организациях. Статья 31.3. И в полномочия органов местных властей входит разработка, реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и анализ финансовых, экономических и иных показателей деятельности социально ориентированных НКО, оценка эффективности мер, направленных на развитие СОНКО на территории муниципальных районов. Вот это исходные, да, это база. База законодательная, которая, с одной стороны, дает нам право и возможность, ну, вам, как органам власти, право и возможность заниматься поддержкой социально ориентированных некоммерческих организаций, а с другой стороны, в некотором смысле предписывает и обязывает вас это делать. Ну вот я напомню, что все-таки есть сегодня 3 основных термина, которыми мы активно пользуемся. Мы говорим о некоммерческих организациях, имея в виду те организации, которые своей основной целью не имеют извлечения прибыли. Ну, коллеги, сразу же здесь остановлюсь. Конечно же, все-таки ключевое слово здесь основной целью, да. То есть организация, некоммерческая организация, безусловно, может заниматься деятельностью, приносящей доход, но тем не менее это не является ее основной целью. И если организация получает прибыль, то она не распределяет ее между учредителями либо участниками. Вот это две ключевых характеристики, которые сегодня определяют саму суть некоммерческой деятельности и некоммерческой организации. И еще один распространенный сегодня, основной, да, для нас термин – это социально ориентированные некоммерческие организации. Напомню вам, что социально ориентированные некоммерческие организации – это все-таки про статус. Это не организационно-правовая форма. Это статус. Причем статус, который не столько присваивается некоммерческой организации, да, сколько некоммерческая организация сама идентифицирует себя как социально ориентированная. Ну, например, определяя виды деятельности в собственном уставе. И если эти виды деятельности, которыми занимается некоммерческая организация и которые отражены в ее уставных документах, соответствуют тем видам деятельности, которые перечислены статьей 31.1 Федерального закона номер 7, то априори, то есть по умолчанию, данная организация считается социально ориентированной. Ну и сегодня государственная политика на всех уровнях, и государственная политика федеральная, и государственная политика на уровне субъекта, и, безусловно, это касается муниципального уровня, все-таки в большей степени сориентирована именно на те некоммерческие организации, которые сегодня работают в социальной сфере, решают социальные проблемы и являются социально ориентированными некоммерческими организациями. Практически все меры поддержки, они связаны именно с этими организациями, имеющими статус социально ориентированных. Ну и еще одно важное положение федерального закона про некоммерческую организацию исполнителя общественно полезных услуг. Что здесь важно? Важно, что некоммерческая организация исполнителей общественно полезных услуг – это однозначно социально ориентированная некоммерческая организация. То есть прежде чем получить этот статус, прежде чем войти в реестр исполнителей общественно полезных услуг,
Ну, нужно определиться, что вы социально ориентированная некоммерческая организация, да, то есть вот это важно. Только эти организации могут получить статус. Ну, и есть еще несколько обязательных требований к социально ориентированной некоммерческой организации для того, чтобы получить вот статус исполнителя общественно полезных услуг. Ну, в частности, это ее деятельность на протяжении 1 года, по оказанию, ну и более, по оказанию общественно полезных услуг надлежащего качества. Это обязательное требование к организации, она не должна выполнять функции иностранного агента, и она не должна иметь никаких задолженностей по налогам и сборам. Вопрос краеугольный. Мы, конечно, говорим про базовые законы, мы говорим о государственной политике, но очень часто так вот как-то внутренние органы власти, особенно на местах, не очень понимают, у них столько проблем и столько вопросов, которые нужно решить на месте, здесь и сейчас, и они не совсем понимают, а зачем нужно поддерживать некоммерческие организации. И здесь, конечно, 2 варианта ответа, и я не могу сейчас там сказать, какой из этих вариантов ответа правильный, но, безусловно, важен результат, да, есть система поддержки у вас в муниципальном образовании или нет ее, но, на мой взгляд, все-таки гораздо, гораздо приятнее делать то, что ты принимаешь, и то, что считаешь верным, да, то, что считаешь целесообразным. Поэтому, отвечая на вопрос, почему нужно поддерживать некоммерческие организации, конечно же, приятнее говорить, потому что это выгодно. Главе поселения, главе района приятнее говорить, потому что это выгоднее. Приятнее, и это на самом деле очень близко к а, ну, к правде, что ли, да. Одно дело, когда нас вынуждают, закон, полномочия, органы власти. Иногда нас снизу НКО подпинывают и говорят: давай, давай, а где система поддержки? А с другой стороны, когда мы прекрасно понимаем, что некоммерческие организации для нас – это партнеры в развитии территории, и некоммерческие организации очень часто дают муниципалитету, дают муниципальной администрации то, чего она не может сделать сама в силу разных причин. Нехватки полномочий, жестких рамок закона, отсутствие средств и ресурсов. А здесь рядом работает партнер, который усиливает вот этот вот общий эффект от работы органов самоуправления. В чем же сильные стороны некоммерческих организаций? Ну, мы говорим о социально ориентированных некоммерческих организациях, как бы по умолчанию, потому что мы все-таки еще раз подчеркнем, что именно социально ориентированные некоммерческие организации сегодня в фокусе государственной политики и в приоритетах с точки зрения мер поддержки. Итак, коммерческие организации – это прежде всего использование инновационных технологий, и активное их внедрение, это генерирование гражданских инициатив и их реализация, когда мы, как органы власти, можем только мечтать, некоммерческие организации внедряют это в жизнь, апробируют какие-то интересные практики, и затем очень часто и государство, там, и муниципалитет эти практики могут взять себе на вооружение и уже, ну, скажем так, внедрять в собственную деятельность. Сильной стороной некоммерческих организаций является ориентированность на конкретного человека, его потребности, интересы и предпочтения. Это очень важный момент, особенно сейчас, когда мы активно привлекаем в социальную сферу негосударственный сектор. И
в том числе некоммерческие организации. Мы понимаем, что ни один сегодня из игроков на этом социальном поле, ни государство, там, ни муниципалитет, ни даже бизнес не могут сегодня обеспечить эту клиентоориентированность, да, причем, скажем так, ту клиентоориентированность, которая изначально заложена в миссии некоммерческой организации, и которая, безусловно, будет присутствовать в деятельности некоммерческой организации. Понятно, что бизнес в социальной сфере, безусловно, тоже работает с ориентацией на человека и на его индивидуальные потребности, но у бизнеса другие задачи. Бизнес все-таки про зарабатывание денег и извлечение прибыли. И в этом смысле вот этот вот индивидуальный подход, эта клиентоориентированность достаточно дорого стоит клиенту, да? Она есть, но за нее надо платить. Если говорить о некоммерческих организациях, то вот это вот особый интерес к человеку, он, конечно, изначально присутствует в самой сути некоммерческой деятельности. К сильным сторонам НКО можно отнести маневренность, скорость, свободу в решении социальных проблем. И это тоже разительно отличает некоммерческие организации, ну, например, от учреждений социальной сферы, где как раз нет вот этой гибкости ни в внедрении новых технологий, ни в принятии каких-то принципиальных судьбоносных решений. Потому что любая государственная бюджетная система, тем она отличается. Она, с одной стороны, достаточно устойчивая, а с другой стороны, костная и неповоротливая. Вот этой косностью, неповоротливостью как раз и не, ну, как правило, да, не грешат некоммерческие организации. У некоммерческих организаций очень высокие коммуникативные возможности, поэтому они могут создавать горизонтальные связи через взаимодействие с другими НКО, органами власти, бизнесом, СМИ, научным сообществом. И конечно же, осуществляют связи между территориями. Ну и, наконец, очень важная все-таки составляющая преимуществ некоммерческих организаций – это способность формировать сообщество, которое ответственно за состояние территории и ее развитие. То есть мы в одном самолете, в одной лодке, и это философия и идеология некоммерческих организаций. Любая некоммерческая организация работает так или иначе на формирование сообщества. Ну и, естественно, улучшается социальный климат, потому что есть социальные связи, есть связи между людьми, связи между организациями, связи между секторами, между территориями. И это, безусловно, вот та питательная, благоприятная среда, которая не только нужна некоммерческим организациям, она определяет и само развитие территории. У людей возникает чувство доверия, взаимного, с одной стороны, межличностного, а с другой стороны, доверие к власти, доверие к институтам гражданского общества, чувство защищенности и желание на этой территории жить. Потому что здесь мне безопасно, потому что здесь меня любят, потому что здесь обо мне заботятся и потому что здесь я могу себя реализовать. Ну и, безусловно, роль некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии муниципального образования, ее невозможно не замечать.
и невозможно не учитывать в развитии, стратегическом развитии территории, потому что именно НКО являются стейкхолдерами, то есть заинтересованными лицами. Именно эти организации участвуют в формировании и реализации стратегии развития любой территории. НКО могут привлекать серьезные ресурсы для реализации стратегии развития, которые недоступны для органов местного самоуправления. Ну, например, участие НКО в различных грантовых программах, федеральных грантовых программах дает вот эту вот территории, вот этот дополнительный ресурс в виде финансов, например, и, наверное, кроме НКО этот ресурс никто не может дать. Плюс ресурсы, связанные с добровольчеством, да, и это тоже серьезный ресурс, люди, серьезный ресурс для территории. Но НКО создают атмосферу в обществе, мы про это уже сказали, и, конечно, именно некоммерческие организации сглаживают очень многие социальные проблемы, до которых иногда не доходят руки у власти, либо нет возможностей и ресурсов у власти, это экологические, это и социальные проблемы. И некоммерческие организации через реализацию проектов очень часто эти проблемы снимают, либо снижают остроту. Поэтому мы понимаем, что ну, мы должны что-то делать, да, чтобы некоммерческие организации развивались. И я говорю «мы», имея в виду, конечно, органы местного самоуправления, власть вообще, вот, но и имея в виду ресурсные центры, к которыми мы так очень планомерно подходим. Так вот, чтобы некоммерческие организации развивались, нужно научиться понимать специфику деятельности некоммерческих организаций, находить адекватные ей формы и методы работы. Безусловно, нужно включать активных граждан в работу, поддерживать их инициативы организационно, финансово, морально. Нужно пропагандировать работу некоммерческих организаций, поддерживать их создание. Понятно, что для планомерной системной деятельности некоммерческих организаций нужны муниципальные программы поддержки. Их нужно принимать и внедрять. Способствовать приходу на территории проектов НКО извне, так как именно они находят и включают в орбиту местных активистов. Это очень важный сегодня момент, тем более, что достаточно активно некоммерческие организации межрегиональные работают на различных территориях. И если у вас есть возможность привлекать организации сильные, устойчивые, крепкие из других территорий, либо в территорию привлекать республиканского уровня некоммерческой организации, то вы рассматриваете это как серьезный ресурс для развития. Ну, собственно, вот тот проект, который реализуется сейчас, это вот один из фактически, на мой взгляд, очень серьезных, да, для вас одно из серьезных подспорья такое для, во-первых, повышения квалификации муниципальных служащих, во-вторых, безусловно, ваш ресурсный центр работает на территориях и ну, инициирует вот те активности, которые в территориях есть, либо потенциально, уже есть, либо потенциально могут быть. На мой взгляд, очень важно в территории поддерживать работу детских и молодежных организаций, так или иначе развивая, выращивая этот опыт общественной активности. Ну и, конечно, содействовать организации территориального общественного самоуправления. Развитие ТОС – это уже такое общее место, да, но, на мой взгляд, ТОС сильны своим
своим потенциалом становиться социально ориентированными некоммерческими организациями. Когда ТОС вот решает эти локальные проблемы на территории, которые там связаны прежде всего с благоустройством, а деятельность ТОС мы как-то связываем именно с этой сферой деятельности, это, конечно, вот одна история, но мы понимаем, что ТОС могут решать не только какие-то вот такие проблемы, связанные там, не знаю, с созданием площадок там детских, спортивных, да, и либо каким-то другим благоустройством. Но ТОС – это еще и та мощная сила в очень конкретном локальном сообществе, конкретной локальной территории, которые, безусловно, могут в принципе инициировать активность, которые известны на этой территории, которые очень часто поворачиваются к реальным социальным проблемам, да, проблемам иногда инвалидов, проблем многодетных семей, вот тут у них на территории находящихся, проблем там, не знаю, людей, которые оказались в непростой ситуации. И в этом смысле ТОС такая очень хорошая и добрая, да, добрая база для развития некоммерческой деятельности социально ориентированного характера. Я сейчас вот выйду, да, из нашей с вами презентации, чтобы посмотреть в чат. И вопрос был на экране. Отметьте, пожалуйста, в чате, у кого все-таки есть муниципальные программы поддержки, в каких районах есть муниципальные программы поддержки. Я ухожу в чат. Плюсики поставьте, пожалуйста. Друзья. Еще раз вопрос, в каких районах есть муниципальные программы поддержки? На самом деле, я знаю, что их не очень много сегодня в Якутии. Коллеги, не стесняемся, подключаемся к обратной связи. Я никому не скажу, правда. У нас сегодня говорили о том, что Среднеколымский район, да, есть муниципальная поддержка, причем увеличили финансирование. Я знаю, что Булунский район точно, Тикси. Почему я спрашиваю? Потому что, во-первых, да, сегодня программа муниципальная такая ориентированная, да, непосредственная, профильная программа, направленная на поддержку некоммерческих организаций, она очень серьезно развязывает руки для муниципалитета и для администрации муниципалитета. Иногда на эту программу не требуется огромное финансирование, но тем не менее, само наличие программы, с одной стороны, дает возможность управлять этой самой поддержкой, да, а с другой стороны, на перспективу через программу можно работать уже и с республиканским уровнем, с республиканской властью, и, например, продвигать идею софинансирования муниципальных программ. Это такая очень серьезная мера поддержки со стороны субъектной, региональной власти. В Хабаровском крае в 2016 году мы ввели эту форму поддержки, и, вы знаете, это дало какой-то совершенно уникальный эффект. Если к 2013 году мы фиксировали два муниципальных образования, где были программы поддержки, то уже сегодня в 19 у нас муниципалитетов, в 19 муниципалитетах такие программы приняты. И во многом благодаря тому, что есть со стороны региональной власти вот это вот финансирование
оно заложено уже в краевой программе финансирования, вернее, софинансирования муниципальных программ поддержки. И мне кажется, что имеет смысл на уровне республиканском о такой мере поддержки задуматься, и с одной стороны, а с другой стороны муниципалитетам, да, вот снизу, создавая свои муниципальные программы, как-то инициировать вот эту добрую волю республиканских органов власти. Ну, вот здесь я комментарий хочу дать, пока у нас никто в чате не написал, но это наша такая северная особенность, мы никогда не выдаем тайны. Я поняла уже. Да, но вот смотрите, сегодня замглавы Среднеколымского улуса говорила о том, что в прошлом году у них был 450 тысяч рублей в программе социально-экономического развития муниципального образования, планируется 600 тысяч рублей. Есть, конечно, районы, где, к сожалению, такой меры поддержки некоммерческого сектора нет. Могу сказать, что вот у меня есть пример. Юг Якутии, да, это промышленные районы, Ленский район, 11 миллионов рублей ежегодно. Да. Это прям какие-то очень серьезные деньги, это прям вот якутский размах. У нас все было очень скромно. И мы, когда работали с нашими муниципалитетами, мы все-таки просили, чтобы была программа, да, и чтобы эта программа была, ну, хоть насколько-то финансово обеспечена. Ну, например, если в программе есть конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций, то пусть там будет 50 тысяч, пусть там будет 70 тысяч. Пусть это будут мини-проекты, конкурс которых проводится в муниципалитете. Но это позволяло муниципалитету претендовать как раз на региональное финансирование. Ну, это такая, знаете, очень утилитарная, да, цель, очень практичная цель. Есть программа, есть конкурс, есть региональная поддержка, и вот деньги, что называется, потекли в муниципалитет. Не прямо там потекли, но некое софинансирование, ну, например, плюс 200 тысяч, да, плюс 300 тысяч. Хабаровск у нас получал плюс 2 миллиона к своим примерно такого же. Ну, сейчас у них немножко убавилась поддержка, сам фонд поддержки. Ну, в принципе. Вот. А с другой стороны, программа позволяет систематизировать деятельность, связанную с развитием некоммерческих организаций. И как раз вот про систематизацию я немножко и хотела сказать. Все-таки ключевые сферы развития и поддержки СОНКО на местном уровне – это развитие производства услуг в социальной сфере, это развитие местного самоуправления, в том числе ТОС, это развитие общественного участия и еще одно направление – развитие социально ориентированных некоммерческих организаций как гражданских институтов. И здесь важно понимать, что муниципальная поддержка СОНКО, она регламентируется названными выше законами, и она такая, она очень традиционная, да, с точки зрения своего состава. Это финансирование, финансовая поддержка прямая, как правило, через конкурсы социальных проектов некоммерческих организаций. Это информационная поддержка, когда в разных формах существующая, сейчас про это скажем. Это консультационная поддержка и, условно говоря, образовательная, которая связана с повышением квалификации работников некоммерческих организаций. Но при этом ведь ваша программа, она
может включать в себя, ну, если говорить об имущественной поддержке, то здесь предоставление помещений, да, для работы некоммерческих организаций или проведение мероприятий, это создание каких-то общественных центров. Если говорить об информационной поддержке, это освещение деятельности ваших местных СМИ или на ваших сайтах муниципалитета. Это какое-то создание там интернет-порталов, это, возможно, сопровождение деятельности некоммерческих организаций, опять же, вашими силами, то, что вы можете, теми ресурсами, которые у вас есть. Сайты или местная пресса все равно, наверное, Ольга, есть в муниципалитетах, я правильно понимаю? То есть эти вещи, они, ну, на уровне, я говорю, каких-то очень элементарных вещей, но это можно закладывать в программу. Организация публичных мероприятий, где участвуют активные граждане, некоммерческие организации. Какие-то базы данных, которые вы создаете для некоммерческих организаций. Это тоже информационная поддержка. Консультации для некоммерческих организаций, какое-то методическое сопровождение деятельности, ну и обучение. Мы говорим обучение, подразумевая иногда обучение. Но если ваши некоммерческие организации участвуют в конференциях, семинарах, мероприятиях по какому-то обмену опыта, не обязательно в территории, но вы рассказали своим некоммерческим организациям, что вот идет такая замечательная история сейчас в Zoom, можно подключиться и там поучаствовать в обучении. Я, к примеру, говорю. Вот. И это тоже в некотором смысле для вас и информирование, и ну, вот такое инициирование, да, что ли, помощь от вас, связанная с повышением квалификации ваших некоммерческих организаций или гражданских активистов. К чему я? К тому, что иногда на муниципальном уровне кажется, что нет никаких возможностей поддерживать НКО. Ну вот прямо никаких. И интернет плохой, и там местные СМИ не развиты, и вообще связь между территориями или даже между улусами не всегда налажена. И, ну, о чем мы говорим, да? Но мы должны понимать, что у нас, как у вас, да, как у органов местного самоуправления, все равно есть возможности вот этой вполне планомерной, пусть и такой маленькой, да, шажочками, штрихами, но есть эта возможность поддерживать и развивать сектор. И эту возможность нельзя не использовать. Ну вот и конкурс, как правило, это традиционная такая история для муниципальной поддержки. И понятно, что с одной стороны конкурс – это механизм развития некоммерческих организаций, и мы в рамках конкурса профессионализируем организации, то есть мы способствуем тому, чтобы они оказывали качественные услуги населению, потому что они в рамках конкурса отрабатывают свою услугу, они могут попробовать свою практику какую-то или технологию, они, безусловно, через конкурс развивают свою материальную базу, они формируют команду и сторонников, и добровольцев вокруг себя, они развивают, в принципе, конкурс, да, настроен на воспроизводство сектора, потому что там, в тех территориях, где есть конкурс, у людей появляется стимул создавать организацию. А если организации создаются, прирастает сектор, то мы, конечно, можем говорить о воспроизводстве. Поэтому, на мой взгляд, если конкурс не превращен в такую простую раздачу денег, а конкурс имеет свою цель, направленность, конкурс связан с программами развития территории, и вы, как грантодатели, понимаете, что для чего
вам нужно отдать какую-то небольшую там часть средств в некоммерческий сектор на реализацию их социальных программ, что вы-то от этого получите? Как это бьется, как это сочетается с с вашей стратегией развития территории? Ну и конкурс, безусловно, в этом смысле это всегда механизм развития территории, потому что это как раз вот такое будоражение, да, в хорошем смысле, конструктивном смысле гражданских активностей, это привлечение людей в решение вопросов местного значения. Это всегда привлечение бюджетных ресурсов и экономия ваших ресурсов. И это, конечно, улучшение социального самочувствия, когда люди берут на себя ответственность менять свою жизнь к лучшему, местная власть от этого только выигрывает. Ну и, собственно, про инфраструктуру. Почему я так долго шла к этому? Потому что мне очень важно было донести мысль, что поддержка, которая выстроена или не выстроена, которая уложена в программу или существует в принципе вне программы. Очень часто так бывает, что на местном уровне какие-то такие точечные вещи местная власть делает в отношении некоммерческих организаций, но муниципальной программы нет. То есть поддержка есть, а программы нет. Так бывает. Так вот, для того, чтобы все это работало, конечно, нужна вот эта самая инфраструктура, о которой мы с вами говорили. И что здесь вы можете сделать? Что вы можете инициировать? Ну, конечно, создание сети неких специализированных, доступных для некоммерческих организаций сервисов, каких-то консультационных центров, информирования, ну, то есть организации, которые занимаются только информированием, такой сервис, да, или такая услуга, связанная с информированием, методическая поддержка. Возможно, опять же, с вашей подачи создание некого клуба некоммерческих организаций или, в принципе, неформальных каких-то активностей. Это развитие сети пунктов шаговой доступности для граждан и инициативных групп. Ну, например, создание соседских центров, либо каких-то иных активностей на базе школы, библиотеки, там, учреждений доп. Образования. Ну, или, опять же, ТОСы или некоммерческие организации, да. То есть очень важно, чтобы в шаговой доступности для людей была вот эта вот возможность реализовать себя, что-то поделать что-то поделать для собственного интереса и для интереса того сообщества, в котором человек существует, работает и живет. Это стимулирование, еще одна возможность развивать инфраструктуру, это стимулирование деятельности разного рода тематических ассоциаций на территории. Ну, слово ассоциации может пугать, да, это может быть там не просто, не ассоциация, это может быть вот какая-то такая тематическая группа некоммерческих организаций по различным направлениям. Как правило, кучкуются инвалидные организации, либо организации, которые работают в сфере дошкольного образования или дополнительного образования, организации, которые работают с приемными семьями, неважно. Очень здесь для вас будет, правильным, да, что ли, востребованным, если, в принципе, вот эти вот профессиональные сообщества будут появляться в территории. И, кстати сказать, с одной стороны, это ассоциация НКО, но ведь, в принципе, мы можем расширяться и до создания союзов разного рода вот по профессиональному признаку, да, и к этому союзу могут могут примыкать не только некоммерческие организации, но и там муниципальные учреждения. И это тоже в ваших силах инициировать эти создания. И здесь, честно говоря, ресурсов-то особых не нужно.
нужна ваша воля и вот иногда просто такая на уровне идеи и координации организации. Ну и, конечно, на мой взгляд, очень важно, чтобы в муниципалитете была некая система поощрений для некоммерческих организаций за их вклад в развитие социальной деятельности. И это не обязательно деньги, да, это может быть общественное признание. И это тоже важно, и это тоже по силам, оно не требует денежных ресурсов, оно требует других затрат, организационных прежде всего, временных затрат, да, но эти затраты, они очень быстро окупаются. И, конечно, ресурсный центр вот в этой вот системе инфраструктурной поддержки – это ключевой элемент поддержки для некоммерческих организаций. Ресурсный центр, под ресурсным центром мы обычно понимаем организацию, которая оказывает информационную, консультационную, образовательную и любую другую ресурсную поддержку. Ну и что очень важно, ресурсный центр, конечно, создает условия для развития некоммерческих организаций и способствует такому межсекторному взаимодействию, внедрению каких-то новых социальных технологий, формированию среды. И это одна из функций, одно из предназначений ресурсного центра – формировать среду, благоприятную для развития некоммерческих организаций. И в этом смысле ресурсный центр – серьезный партнер для органов власти на территории. Есть несколько видов ресурсных центров, мы выделяем там универсальные, это те центры, которые работают по всем направлениям для всех некоммерческих организаций или каких-то других целевых групп. И, как правило, в муниципалитетах как раз возникают вот такие универсальные ресурсные центры, и швец, и жнец, и на дуде, и грец, да, потому что, ну, большая роскошь иметь там в муниципалитете несколько ресурсных центров, например, там отраслевых, да, которые работают по всем направлениям для определенных НКО. Ну, например, ресурсный центр для инвалидных организаций, да. Есть еще более там целенаправленные ресурсные центры, например, не просто для инвалидных организаций, а для семей, имеющих детей-инвалидов с ментальными нарушениями. Ну, вот у нас в крае есть такие ресурсные центры, но, на мой взгляд, на муниципальном уровне это крайне редкая история. И еще один вид ресурсного центра – специализированные. Как правило, специализированные ресурсные центры работают по одному направлению, но для всех НКО и других целевых групп. Ну, например, организация, которая оказывает информационную поддержку, такой вот информационный ресурсный центр, это часто бывает и часто встречается, но, опять же, целесообразность создания такого ресурсного центра на муниципальном уровне, ну, это вопрос, решение которого зависит очень от многих факторов, там, прежде всего о том, насколько там крупное муниципальное образование и насколько оно ресурсное, чтобы развивать различные виды ресурсных центров. Есть несколько возможных форм организации деятельности ресурсных центров на местном уровне. Ну, это вот ресурсный центр полного профиля. Это когда ресурсный центр оказывает целый спектр различных услуг, но, я говорю, это бывает довольно часто, это такая самая распространенная форма. Значит, ресурсный центр, одна из форм ресурсного центра на территории, тоже, кстати сказать, часто встречается. Это ресурсный центр как некий единый вход в иные ресурсные центры региона и территории. То есть, когда РЦ на территории, это такой, знаете, диспетчер. Они точно знают, куда может обратиться некоммерческая организация или неформальная активная группа, какой сервис где получить. И это тоже очень важно, это такая, знаете, точка входа.
Очень классно, что если она есть на территории. Центр событий, когда, может быть, ресурсный центр не оказывает услугу, там, связанную с обучением, но он он имеет помещение, и он инициирует разного рода события в территории. Он может не иметь экспертов, да, вот в своем там штате или в своем функционале, там, не делать, например, оценку проектов, да, социальных. Но тем не менее организовывать разного рода, инициировать активности и события, почему бы и нет. Значит, специализированные ресурсные центры по работе с приоритетными местными проблемами – это тоже одна из форм организации. Ну, например, ресурсный центр местный связан все-таки с решением экологических проблем. У нас, например, в Ванино есть такая организация, которая, с одной стороны, муниципальный ресурсный центр, но организация вторым своим важным направлением имеет все-таки вот эту вот работу в сфере экологии, и, по сути, она на территории является в том числе и таким специализированным РЦ по работе с такими проблемными местами экологическими. Выездной офис регионального ресурсного центра на базе учреждения, как правило, это библиотека или клуб, ну, какие-то дополнительные ресурсные функции у некоммерческих организаций специализированного инфраструктурного профиля, да, на базе, например, образовательной организации, которая принимает на себя плюсом какую-то ресурсную функцию, ну, например, обучение некоммерческих организаций. Ну, или сеть автономных производителей отдельных услуг для НКО. Когда есть несколько таких небольших организаций на территории, каждая занимается какой-то отдельной услугой, да, а вместе на территории, территория обеспечена ресурсной поддержкой. Целевыми группами муниципальных ресурсных центров являются инициативные граждане. Это понятно, это первая первая и главная, наверное, группа для муниципальных ресурсных центров. Это неформальные сообщества, то есть уже созданные некие организации, ну или сообщество, это правильное, да, название, инициативной группы, осознающие себя как инициативная группа. Это НКО и ТОСы, это муниципальные бюджетные организации социальной сферы, органы местного самоуправления, бизнес, не только местный, очень часто муниципальные ресурсные центры работают и с крупным бизнесом, который присутствует на территории. Ну и это, конечно, журналисты. Ресурсные центры оказывают, ну, наверное, два, да, типа услуг. Вот есть базовые услуги, и, как правило, это консультирование некоммерческих организаций, обучение, информационные услуги. Часто ресурсный центр на территории предоставляет материально-технические услуги, ну, там, помещения, если они есть, оборудование для некоммерческих организаций. Это аналитическая, исследовательская деятельность и подготовка различной методической литературы, организация разных конкурсов, которые направлены на развитие некоммерческого сектора, либо муниципальный ресурсный центр может выступать партнером на территории для проведения, например, конкурса, инициатором которого является, ну, допустим, в вашем случае республиканская организация. У нас такая технология используется в нашей собственной практике Краевого ресурсного центра, сейчас расскажу чуть позже, и организация мероприятий для некоммерческих организаций по вопросам развития НКО, всякие разные круглые столы, конференции. Вот это такая типичная совершенно деятельность муниципального ресурсного центра и ресурсного центра вообще. И специфические услуги, когда ресурсный центр может сопровождать некоммерческие организации в процессе внедрения новых услуг или технологий.
Значит, организация проведения прям вот грантовых конкурсов, привлечение средств для передачи другим НКО через проведение благотворительных акций. Ну, то есть когда ресурсный центр инициирует некий сбор под конкретные нужды, благотворительный сбор, конечно, под конкретные нужды конкретной организации. Ведение бухгалтерского учета за НКО. Ну, то есть когда некоммерческая организация, не имеющая бухгалтера, отдает на некий аутсорсинг вот эту вот это направление собственной деятельности. Организация дистанционного обучения, мероприятий под ключ и коворкинг. То есть это тоже предоставление помещения оборудованного, да, где организации или инициативные группы, ну, могут осуществлять собственную деятельность, там что-то планировать, собираться, проводить какие-то мероприятия. Ну, как правило, это все-таки вот такие места для работы скорее уже, да, коворкинг, для работы, для встреч групп, тоже по там, планированию, стратегированию. Откуда берутся муниципальные ресурсные центры? Ну, наверное, это такой, знаете, краеугольный камень. И здесь нашего разговора, и здесь вот из моей практики два источника, откуда берутся и где рождаются муниципальные ресурсные центры. Первый вариант, когда организация, работающая на территории, становится для других организаций на территории вот тем ресурсом, да, она вырастает в муниципальный ресурсный центр. То есть есть некая сильная организация, и в силу разных причин, неважно каких, либо вы это инициируете, либо это инициатива, например, республиканского ресурсного центра, инициируете создание, да, этой, скажем так, не создание, развитие уже существующей на территории организации до муниципального ресурсного центра. Ну, либо у нас есть такая практика, когда организация работает, и она успешна, она выигрывает разного рода гранты, и к ней начинают люди тянуться. Ну, то есть они вот сами просто приходят за советом, за консультацией. И такая, понимаете, стихийная получается история, и организация уже постепенно начинает осознавать себя как ресурсный центр. А если еще ей кто-нибудь в этом поможет, в этой самоидентификации, да если еще и поддержит чем-то, например, организационно местная власть, то вот фактически мы получаем на территории вот такую вот точку развития активности. Второй путь, когда планомерно, системно, как бы изначально с нуля мы создаем на местном уровне организацию с функциями муниципального ресурсного центра. То есть организация уже изначально, да, создается и, соответственно, регистрируется как муниципальный ресурсный центр. Это, на мой взгляд, не самый простой путь, потому что эта организация, создаваясь с нуля, ну, наверное, должна будет, и если она неизвестна, да, на территории, должна будет вот эту свой авторитет, этот свой имидж муниципального ресурсного центра, как, конечно, подтверждать. И это сложно. Но, опять же, у нас есть такие примеры в Хабаровском крае, когда в одном из районов человек, имеющий огромный опыт по работе с некоммерческими организациями и гражданскими инициативами, регистрирует организацию как муниципальный ресурсный центр, и уже его траектория развития – это
она как бы предопределена, да. И он работает изначально и с властью, и с имеющимся на территории бизнесом, и с людьми, и с НКОшками. Работает как ресурсный центр. Ну и третья такая тоже, третий сценарий тоже достаточно распространенный, когда вот этот вот груз, да, ответственности ресурсного центра берет на себя какое-то муниципальное учреждение. Чаще всего библиотеки. Достаточно часто это бывают клубы или культурные какие-то центры, либо молодежные центры. То есть вот уже существующее в территории учреждение социальной сферы, оно дополнительные функции на себя натягивает, опять же, в силу разных причин. Иногда так случилось. Ну вот обучился кто-то из там специалистов библиотеки, ну вот так вот попал, да, например, на курсах по социальному проектированию. Много же сейчас учат сферу культуры очень активно, это все исходит, в общем, от государства либо муниципалитета, на бюджетные средства очень часто. Вот обучили человека, он удачно пишет проект, у него все прекрасно складывается, он пишет эти проекты от муниципального учреждения. Но опять же, к нему вдруг начинают подтягиваться люди. И постепенно вот этот человек начинает осознавать свой ресурс, учреждение начинает понимать, да, руководство начинает понимать, и местная власть начинает понимать, что вот здесь, оказывается, вот в этой библиотеке конкретно, либо в этом конкретном молодежном центре, оказывается вот этот вот источник активности, гражданской общественной активности на территории. Ну и называется «понеслось». То есть это такой тоже достаточно распространенный сценарий. И ваша, наверное, здесь задача вообще так вот оглянуться вокруг и посмотреть, а что у вас есть на территории. Какие сильные организации, бюджетные, либо некоммерческие, люди ресурсные, да, вот знаете, есть такие люди, которые готовы были бы сегодня во всех смыслах, прежде всего психологически, но и, конечно, профессионально, которые готовы были бы сегодня, ну, хотя бы начать эту деятельность, связанную с все-таки созданием, сначала самоидентификация, потом создание вот этой вот точки, ресурсной точки. Ну, и я хотела бы вот показать вам такую интересную штуку. Она создана, это карта инфраструктурных организаций для некоммерческих организаций. Она создана Архангельским центром «Гарант». Я вам сейчас покажу, здесь есть и на этой карте есть и якутская организация. Вот. Для вас это может быть тоже, ну, таким методическим материалом. Вы можете зайти на этот ресурс, посмотреть вообще, какие организации сегодня существуют на территории России, ресурсные организации, где они существуют, кому можно обратиться, например, за получением какой-то там методической поддержки вам, как органам власти, потому что на карте представлены и межрегиональные организации, работающие активно с органами власти. Посмотреть примеры муниципальных ресурсных центров. Ну, то есть это для вас такая информационная и методическая, очень серьезная подспорье. Ну и вот сейчас я выйду из презентации, минутку. Одну секунду. И покажу вам еще одну штуку. Сейчас. Нет, не получилось у меня. Не получилось. Да.
Вот, собственно, этот ресурс. Ну, давайте мы попробуем с вами найти Якутию. Мы зарегистрировались, у нас получилось после обновления вашей карты. Ага, вот сейчас мы и посмотрим, кто тут зарегистрировался, а кто нет. Не, ну я, конечно, отрепетировала, чё ж. Вот они, вот они. Угу. Одна организация, да, я мечтаю, чтобы вот здесь вот эта вся ваша территория была покрыта вот этими кружочками. Нажимаем, что это за организация. Это некоммерческая организация «Фонд», единый ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, развития гражданских инициатив Республики Саха. Вы? Мы. Ну вот, видите, вот есть вы здесь. И про организацию можно почитать, посмотреть. Вот она здесь есть. Вот мы ее подробно открываем. И мы все знаем про, значит, организацию, какие услуги она оказывает, какие у нее задачи, есть контакты. И информацию можно вот достаточно подробно ее посмотреть. И, конечно, я думаю, что, ну, то есть вы можете любую так вот организацию найти, через фильтр по регионам посмотреть, по каким-то направлениям, по видам. То есть карта, конечно, дает огромные возможности для ну, понимания, да, того, как сегодня выстроена инфраструктурная поддержка и вообще система инфраструктуры в России. Поэтому рекомендую вот эту карту, и я надеюсь, что если у вас есть уже муниципальные ресурсные центры, либо они будут появляться в ближайшее время, вы можете заносить ваши организации на эту карту. Ну и, собственно, мы фактически с вами заканчиваем разговор. Я надеюсь, что просто я вижу, что мы так перебрали немножко времени, но, может быть, будут вопросы. Поэтому вот резюмируя нашу с вами такую, может быть, пространную вам покажется беседу, но для меня очень важно было вписать все-таки наши размышления по поводу муниципальных ресурсных центров вообще в систему той поддержки, которая возможна на муниципальном уровне. В данном смысле как раз стратегически, на мой взгляд, имеет смысл вот так вот ее выстраивать. То, с одной стороны, есть финансовая, имущественная, информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОС в вашей программе как одно направление. Второе направление важное, конечно, сегодня, это повышение профессиональных компетенций специалистов некоммерческих организаций. А вот третье направление – это как раз развитие инфраструктуры поддержки деятельности НКО. Ресурсных центров, обучающих центров, всяких бизнес, бизнес в кавычках, да, НКО, инкубаторов, значит, центров коворкинга для специалистов и так далее. Я бы обязательно включила в программу мероприятия, связанные с координацией деятельности органов местного самоуправления, НКО, ТОС и активных граждан в интересах развития территории, и деятельности, связанной с анализом все-таки тех проектов, либо вообще той деятельности, которые ведут НКО на территории, и оценку эффективности мер ваших собственных, направленных на развитие НКО. Вот, на мой взгляд, это такая идеальная, конечно, картинка, но возможная, и она может складываться как пазл, пока наверняка у вас есть только первая часть.
вот этой огромной системы поддержки и развития некоммерческих организаций, но к ней очень легко пришиваются все остальные. И еще раз повторю важную мысль, это не всегда требует больших финансовых затрат. Э, Это требует вашей воли, вашего понимания, глубокого понимания а, роли некоммерческой организации на территории, на территории вашего муниципального образования, но и роли ресурсного центра на вашей территории. Потому что именно ресурсный центр может на себя оттянуть все остальные направления, о которых мы говорим, в том числе и имущественную поддержку, в том числе и финансовую поддержку, если ресурсный центр выступает как организация, которая ведет активную благотворительную деятельность, либо активно работает с добровольцами, да, например, вот, и привлекает и эти ресурсы. То есть вот ваш, наверное, выбор здесь, он во многом, ну, ваш внутренний выбор, да, он во многом предопределит и лицо вашей муниципальной программы. Я желаю вам, конечно, вот всяческих успехов и обращаю ваше внимание, что форма социального партнерства некоммерческих организаций и органов местного самоуправления, их много. Я говорю об НКО, но здесь рядом с НКО стоит, безусловно, ресурсный центр, и большинство вопросов, которые вас мучают, они могут быть закрыты благодаря ресурсному центру и развитому некоммерческому сектору. И я вот на этом пути желаю вам всяческого успеха. В презентации есть мои контакты, электронная почта. И если будут какие-то вопросы, вы можете обращаться. Ну, вот, пожалуй, так. Давайте тогда чуть-чуть еще, может быть, минут 5. Оль, можно отъесть от вашего времени, да? Да, конечно. Да, на вопросы, если они есть. Может быть, какие-то уточнения. Коллеги, если есть вопросы, просим в чате написать, но может быть так случится, что вопросы появятся завтра. Можно будет вам адресовать этот вопрос по Да, различным мне социальным можно сетям? будет отрезовать этот вопрос по почте, безусловно, да. И можно через вас, Ольга, да, Да, то есть да, да, можно конечно. через ресурсный центр, который республиканский, и можно напрямую написать. Презентация есть у организаторов, Да. поэтому, да, если они сочтут А нужным, можно я задам вопрос? да, да. Вот вопрос такого характера. У нас есть такие примеры, допустим, когда, как вы сказали, в южном одном нашем промышленном районе была создана специально некоммерческая организация, и бывший сотрудник администрации сейчас стал руководителем ресурсного центра в количестве 1 человек. Может ли ресурсный центр, первый вопрос, обязательно ли это должно быть юридическое лицо с вашей точки зрения? И второй вопрос, может ли 1 человек выполнять функцию ресурсного центра? Или это все-таки ресурсный человек? Потому что второй пример для меня – это один северный, арктический как раз район, где мы были и проводили семинары. Там заместитель главы администрации УЛУСа взял на себя функцию ресурсного центра, помощи, консультации, методической, связи с нами, такое некое посредничество и так далее. Вот интересно. На самом деле, такой, знаете, очень распространенный сценарий. Отвечая на первый вопрос, да, ресурсный центр может быть не оформлен юридически как ресурсный центр. И это очень часто бывает, когда вот эта вот ресурсная функция, она как бы в процессе развития самой либо организации, либо ну, какой-то структуры, да, она прирощена, да, она вот, она, ну так случилось, некому было, так произошло.
как правило, это исходит от того, что есть человек, да, есть ресурсный человек. Поэтому да, первый вопрос – да. Другое дело, что и более того, очень часто как раз прям ресурсный центр позиционируется. Ресурсный центр на базе такой-то организации, да? Вот. Сам ресурсный центр не зарегистрирован, но вы можете про него говорить, вы можете говорить про, ну, то есть его позиционировать как ресурсный центр, если он выполняет функции ресурсного центра, вот эта вот, ну, организация, да, условно, даже неформализованная организация, почему бы и нет? Если говорить про второй вопрос, Оль, ну вот у нас такая история на самом деле в Хабаровском крае случилась, когда отдел по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на уровне края, правительства, да, потом министерства, это, собственно, структура, в полномочия которой входило развитие сектора, это структура государственная, это управление, да, ну, то есть правительство. Но мы были вынуждены, выстраивая программу поддержки, мы были вынуждены взять на себя функции ресурсника, причем ресурсника многопрофильного. И это может быть не очень распространенный сценарий, но это случилось. То есть помимо наших непосредственных полномочий по развитию сектора, да, по там, скажем так, организации развития и поддержки сектора, мы действительно еще и консультировали, и создавали некие сверхнужного, да, там, методические какие-то разработки, и были там точкой входа для межрегиональных ресурсных центров и так далее. Ну, то есть вот ровно то, о чем вы сказали. Мы, как орган власти, взяли на себя, так сложилось, функционал ресурсного центра. Мы, собственно, координировали ресурсников, которые были на территории, у нас такая была модель собирательного ресурсного центра. Так тоже бывает. Может ли быть один человек представлять ресурсный центр? Да, может. Для некоммерческих организаций это ведь вообще очень частая история, когда некоммерческая организация – это, как правило, лидер. Ну, то есть вот один человек, лидер. А вокруг него уже есть сторонники, есть добровольцы, есть специалисты, которые привлекаются, что называется, по надобности. Это тоже довольно частый сценарий. И понятно, что в муниципалитете это, как правило, все равно человек-ресурс, да, это, как правило, ну, некий, я не могу сказать, что это центр, но это вот точка, это ресурсная точка. Если это может быть оформлено, неважно, юридически, либо в сознании, как ресурсный центр, как некая организация, то есть это человек-организация, почему бы нет? Ну, то есть это говорю, нет единых рецептов, нет единой модели. Каждый регион, каждое муниципальное образование дает какую-то свою модель формирует. И слава богу. И это часто зависит действительно от того, какие люди берут на себя функции ресурсного центра. Потому что некоммерческие организации, ну, некоммерческие организации это сначала люди, это сначала лидеры, а потом организации. Так уж опять же сложилось. Ну, чаще всего так. Спасибо огромное, Татьяна. Но я получила исчерпывающие ответы на свои два вопроса. Это здорово. И еще раз убедилась в том, что действительно ресурсные центры могут быть разные. И не надо бояться, если это не штат укомплектованный с имущественной еще какой-то поддержкой. На первых порах это действительно в некоммерческом секторе чаще всего лидер,
который приводит за собой уже, формирует команду и в будущем может привести к системным изменениям на конкретной территории. Ну что, коллеги, не созрели пока у нас, видимо, вопросы, но ничего страшного, это Арктика, нам нужно чуть-чуть подтаять, нужно, чтобы полярная ночь перешла на полярный день. И если у вас возникнут вопросы, наши все контакты, да, мы все время постоянно на протяжении всего дня и завтра будем указывать в чате. Благодарю вас, Татьяна, было очень приятно увидеться онлайн. Приезжайте к нам в гости из Архангельска в Якутск. Зовите, приедем. Ну вот я просто понимаю, что сейчас такая история, которая не очень располагает к большим съездам, да, и прочим мероприятиям многолюдным. Но я надеюсь, что все скоро закончится, и я очень надеюсь увидеться с Якутией уже воочию. Да, спасибо большое. Но несмотря на то, что у нас сегодня онлайн-встреча проходит, мы смогли пригласить на нашу площадку 6 внешних экспертов, и это очень здорово. Если бы мы встречались офлайн, у нас точно была бы здесь Вера Владимировна и Светлана Куприяновна. Но сейчас есть возможность увидеться нам и получить от вас мощный образовательный ресурс. Я надеюсь, наши администрации арктических районов, некоммерческие организации, активные граждане получили большую порцию знаний. Их нам нужно переварить, упаковать, разложить по файлам. И еще раз напоминаю, что все презентации, вся запись, которая сегодня у нас и завтра произойдет, мы направим на флешках, в конвертах, нарочным, через представителя. Мы их знаем уже. Такую вот интересную почту мы уже наладили, и фонд президентских грантов отчет принял, сказал, что да, действительно, таким образом, да, в условиях пандемии вы можете общаться. Все методические материалы будут направлены. Татьяна, мы вас благодарим. Спасибо. Передавайте привет гаранту. Обязательно. Всего доброго. До свидания. Да, до свидания, спасибо. Татьяна. Спасибо. Ну что, коллеги, я считаю, что сегодня мы с вами насытились, получили ресурсы. Если вам понравилось, там есть реакции, можете поставить смайлик или лайк. И вы можете написать в комментарии что-то «Спасибо за лайк». Да, но я думаю, что мы не будем вас мучить сегодня больше другой информации. Хотя я приготовила для вас такой мотиватор. Возможно, завтра мы во время Светланы Баженовой, ее, значит, выступления, поставим 4 слайда того самого Мадутского наслега, который удивительным способом, без МКО, но после прокачки нашим ресурсным центром и разработки своей собственной программы развития территорий привлек на свою территорию очень разные ресурсы, и мы покажем, как за 2 года превратился Мадутский наслег в город солнца. Если вы со мной согласны, тоже можете поставить лайк. Встречаемся завтра в 10 утра по якутскому времени. И готовьте свои проекты. Мы очень ждем ваши презентации, чтобы нам облегчить, значит, демонстрацию с экрана в условиях, значит, медленного трафика. Ну как, до завтра, прощаемся, помахаем друг другу, напишем что-нибудь уже. Мы настолько суровы, что мы ни одного слова не написали за весь эфир, но в самом начале у нас были приветы. Спасибо за ваши приветы. Да, вот я вижу, человечек, Василий подключился. Давайте до завтра встречаемся в 10 утра. До свидания.